до чего же красив жемчуг, как многорадужно переливаются перламутровые камушки. Говорят, его собирают со дна океана. Интересно, откуда он берется на дне морском? Может, у султана спросить? Он-то наверняка знает. Дети задают десятки вопросов каждый день. И бывает так, что вопросы маленьких почемучек ставят родителей в тупик. Меня зовут Султан. Я готов взять часть детских вопросов на себя. И каждый выпуск нашей программы даст ответ минимум на один детский вопрос. Сегодня я вам расскажу о жемчугах. Султан, а откуда берется жемчуг? Жемчуг происходит из морей и океанов. Он образуется в полости живых существ. Моллюски живут в раковинах. Видела раковины? Ракушки, раковины всякие морские. Вот есть такая раковина, в которой вырастает жемчуг. Он образуется от того, что песчинка, попадая в полость этой ракушки, обволакивается этим веществом, перламутры. И получается такой красивый камень, жемчуг. Вот попадает внутрь песчинка, и организм этой ракушки, этого моллюска, вырабатывает такое вещество. Чтобы ей не было внутри больно, эта песчинка обволакивается веществом, таким же веществом, как стенки ракушки. И получается красивый камень, жемчуг. Раньше целые деревни, которые жили в теплых странах на берегу океанов, занимались тем, что добывали жемчуг морской. Он стоил очень дорого, ценился очень высоко, и его продавали. Например, такой город Дубай, слышала? Вот Дубай стал таким ультрасовременным городом только в середине 20 века, когда там нашли нефть. Нефть дала толчок развитию, дала огромные деньги, капиталы, а до этого это были поселки, в которых жили именно ловцы жемчуга. Представь, люди ныряют на большую глубину, рискуют жизнью и добывают жемчуг. Представь, если нырять на большую глубину, то это очень опасно для здоровья. И люди приобретали болезни, очень тяжелые болезни. Плюс к тому еще в воде много опасностей. Акулы, всевозможные хищники, электрические скаты. Это большая опасность была для тех, кто нырял за жемчугом. В очень тяжелых условиях, с большим риском для жизни люди добывали жемчуг. Вот Дубай, на этом месте, где сейчас город Дубай, раньше там были деревни именно ловцов жемчуга. Целые поселки этим занимались. А сейчас жемчуг выращивают в специальных фермах. Специально эти моллюски разводятся, туда добавляется песчинка, вырастает жемчужина, и уже это поставлено на поток. Тут уже наука подключилась, как их выращивать, как производить жемчуг. И люди получают такое прекрасное украшение, как жемчуг. А какие еще бывают драгоценные камни и как их получают? Все драгоценные камни – это минералы. Их получают из земли, и образуются они при разных условиях. Например, янтарь, такой камень слышала? Желтый камень янтарь. Янтарь образуется от смолы деревьев. Это окаменевшая смола древних деревьев, которые росли миллионы лет назад. Это очень красивый камень, янтарь. Он так очень приятно выглядит, чуть-чуть просвечивается желтым цветом. Все думали, что это природный камень. Но каково было удивление ученых, когда внутри этого янтаря обнаружили маленьких насекомых, окаменевших, застывших насекомых. С этого люди поняли, что это смола деревьев, которые росли тысячи, миллионы лет назад и от времени окаменели под землей. Очень много янтаря в Калининградской области, это в центре Европы. Также известны камни топаз, изумруды, сапфиры, бирюза. Султан, а какой самый дорогой камень? Дороже всех ценятся, конечно же, бриллианты. Они изготавливаются из алмазов. На свете самый прочный камень, самый прочный минерал из естественных, из природных – это алмаз. Вот из алмаза изготавливаются бриллианты, самые дорогие. Бриллиант, он основан на углероде. Есть такой химический элемент – углерод. Из него же получается графит, который есть в простом карандаше. И тот же самый алмаз – это тот же самый графит, только формула другая. По-другому соединены атомы графита, получается алмаз. Вот самый прочный на свете – это алмаз. Из него делается самый дорогой камень – бриллиант. Он очень красивый, переливается. У бриллианта все оттенки всевозможные. И чем экзотичнее оттенок, тем он дороже ценится. Представь, алмазы – самые прочные камни на свете, самые прочные минералы. Получается вопрос, напрашивается, если они самые прочные на свете, как их обтачивают, как из них делают бриллианты? Если он прочнее всего, получается, нет такого точила, нет такого инструмента, который бы мог обточить алмаз. Также получается.
Ну, об этом умные люди догадались, как поступить. Они взяли два алмаза и стали тереть их друг об друга. И получается так, что эти алмазы шлифуются, и из алмаза получаются великолепные бриллианты. Самой сложной, самой замысловатой огранкой, очень красиво переливаются, отражают лучи солнца, играют на свету и производят незабываемое впечатление. Очень красиво выглядят бриллианты, и из них делаются самые дорогие украшения. Чем крупнее бриллиант, тем выше его стоимость. Как любопытно было бы увидеть жемчуг в раковине. Есть у нас такая возможность, и для этого мы переходим к самой интересной части нашей программы – эксперименту. А помогать мне в этом будет автор этого вопроса Барсигян Стелла. Итак, сейчас я тебе изображу, как это все происходит. Вот такая раковина жила в воде, жила себе жила, это одна половинка. Вот. И вдруг однажды в эту раковину попадает песчинка из дна морского. Вот этот моллюск живет внутри раковины. Такое желеобразное существо. И вот попадает, например, песчинка на полость этого моллюска, на его тело. Песчинка вызывает дискомфорт у этого моллюска. И потихоньку она обрастает этим веществом. То же самое вещество, из которого сделаны стенки этой раковины. Перламутр, цвет такой. Вот обволакивается этим веществом, и потихоньку оно все растет с годами. И вот эта песчинка обволакивается этим веществом, и вот так вырастает жемчужина. Их может вырастать множество, несколько штук. И со временем все больше и больше, и чем крупнее жемчужина, тем она ценится выше. Понятно? Да. А сейчас мы с тобой рассмотрим эту самую раковину, уже реально, как на ней образуются жемчужины. Вот здесь хорошо видно, на этом примере, как зарождается жемчужина. Здесь в этом случае жемчужина срослась со стенкой ракушки. Вот посмотри внимательно. Вот их несколько штук. Это были песчинки. Они попали в полость ракушки и стали обволакиваться. Вот в этом конкретном случае они срослись со стенкой. А вот эта вот часть, вот она беленькая, это есть жемчужинки. В нашем случае их извлечь невозможно. Посмотри здесь. Хочешь внимательно посмотреть? Подержи. Вот это беленькая, вот две жемчужинки у тебя есть. У меня побольше, вот у меня их тут не знаю сколько, ну, четко видно, как они растут. И именно то, что они вырастают из того же вещества, из которого сделаны стенки ракушки. Ух ты, как интересно! Никогда не видела, как образуется жемчуг. Спасибо за интересный рассказ. Жемчуг ценится во многих странах. Из всех драгоценных камней только он единственный не требует специальной огранки. Его появление до сих пор считается чудом, ведь фактически из ничего появляется удивительно красивый камень. Однако в 20 веке один японский ловец открыл тайну рождения жемчуга и предложил способ искусственного выращивания. Он предложил во взрослую устрицу посадить песчинку, чтобы через несколько лет в нем образовалась жемчужина. Такой эксперимент принес пользу, и вот уже много лет подобным образом добывается искусственный жемчуг. Мы привыкли, что жемчуг бывает только белого цвета и круглой формы. Сегодня, благодаря современным технологиям, жемчужины выращивают любого цвета и любой формы. В ювелирных магазинах можно увидеть жемчуг черного, розового, голубого цветов. Наиболее ценными считаются крупные и сияющие жемчужины. В истории были случаи, когда добывались гигантские белые камни. Их, если верить рассказам, находили в Индийском океане, Персидском заливе и даже у берегов Западной Африки. Правда, ни один жемчуг подобного вида не сохранился до наших дней. Вокруг этих красивых камешков ходят удивительные легенды. Например, в Китае жемчуг считают слезами ангелов, оплакивающих грехи людей. Есть и другая легенда, гласящая, что однажды драконы затеяли битву среди облаков. От их сильных столкновений началась гроза, засверкали молнии, и облака пролились на землю дождем жемчужин. Как бы там ни было, с древних времен жемчуг символизирует любовь, счастье и процветание. Несмотря на то, что ему приписывают магические и целебные свойства, на первом месте все равно остается его красота. Вот так, друзья. Теперь мы знаем, как образуется жемчуг и другие драгоценные камни. Надеюсь, путешествие в мир знаний было увлекательным и полезным для вас. Присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес. Автор лучшего вопроса станет участником одной из наших следующих программ.